Жизнь многодетной семьи всегда наполнена как радостями, так и трудностями. Екатерина и Петр Ефимовы живут в селе Качекацы Хангаласского улуса. Супруги работают учителями в средней школе, и наверняка это помогает им в воспитании 4 детей. Семья у нас большая, детей у нас 4. Старшая дочка, она заканчивает в этом году юридический факультет Федерального университета. Сын Ваня заканчивает ЕГСХ, сельскохозяйственную академию. Инженер-механик. Спартак учится в 7 классе. И самый маленький у нас Марк. В 3 классе. Марка я родила в 36 лет. Был долгожданный ребенок, да, после в 2005 году его, в мае, в месяце родила недоношенного. А так он должен был появиться на свет где-то в июле месяце. Когда я родила Марка, когда выписывали, они говорили, что он здоровый ребенок, да, и поэтому мы как-то не стали сильно беспокоиться. А потом, выписали. Да, через неделю уже выписали, нам не сказали, что ребенок такой, да. Потом мы поступили вот на это медцентр, перинатальный отделение, да. Он медленно развивался. Да, и они не поставили вот сначала вот такой диагноз, как ДЦП, да. А потом уже в 9 месяцев они вот поставили, поздновато сказали. Да, поэтому вот, может быть, время было упущено немножко, но после того, что поставили диагноз, мы вовсю стали вот именно с ним заниматься сильно, ездили во много там больниц, много лежали в больнице мы с сыном очень долго. Реабилитационные центры? Да, реабилитационные центры там, да. Когда мы узнали, что у ребенка ДЦП, когда я одна была в больнице, я узнала, да. Вроде бы мы не поверили, да. Может быть, это что-то другое, да. Но все равно узнали, что ребенок уже не ползает, не сидит, как отстает, конечно, от сверстника. Но это было, конечно, большое потрясение, но семья поддержала. Думали, что, может быть, это какая-то преграда в жизни, или вот ангел, может быть, с небес, вот как-то вот так восприняли, да, и мы должны за ним ухаживать, и, может быть, это вот пройдет, обязательно пройти вот этот путь должны мы вместе. Да, и поэтому, наверное, и сейчас нам полегче уже. Он вообще во всем виртуальном мире живет, думает, что это жизнь сказка, вот когда-то что-то придет, и все становится иным, он думает. Буду ходить, говорить. Спартак иногда может, конечно, передразнивать его, да, но на самом деле он очень жалеет своего брата, и всегда ухаживает за ним. Но когда мы рядом, да, он может не обратить внимания. Когда они остаются одни, то смотрит, ухаживает за ним, все ему дарит. Обязательно, когда уезжает куда-нибудь из города, например, в город, когда летом он был в Корее, в Японии был, да, и тогда он только вот такие дорогие подарки привез только брату. В Качекатской школе у нас дети за ним ухаживают во время перемены, там он сидит, все его знают, и он вот как вроде бы очень адаптирован, да, вот к этой среде, внешней среде. И у меня, и у Петра нет такого комплекса, что у нас такой ребенок, что мы должны как-то вот... мы оптимисты по жизни, да. И поэтому, наверное, это и передается ребенку. Он всегда мечтает стать врачом. Он говорит, когда я стану взрослым, он будет нас лечить. Мы верим. Если ты веришь, это и передается ребенку, наверное, аура такая. И поэтому Марк
живет, радуется жизни. Он хочет быть очень, всегда у него такое Сам, вот... все сам хочет делать, да? Сам хочет делать, и он хочет, самое главное, быть полезным. Вот, именно мы это делаем, поэтому, наверное, мы когда и моем полы, когда мы делаем уборку, когда мы там на кухне что-то делаем, мы всегда ему находим дело. Когда он чувствует, что он полезен, тогда он счастлив. Мы верим, что он будет ходить. По традиции мы устраиваем для наших героев день-сюрприз. В этот раз Спартак и Марк Ефимовы со своими родителями посетят мастер-классы у кондитера и флориста для того, чтобы научиться делать семейные праздники еще более яркими. Приветствуем вас в нашей пекарне на Халтурина. Сегодня у нас в гостях дружная семья Ефимовых. Это Екатерина Петровна, Петр Петрович и их детки Марик и Спартак. Я работаю технологом в пекарне, и поэтому у нас сегодня будет маленький видео-мастер-класс. Отлично. Что будем сегодня готовить? Тоже, да? Отлично. Значит, давайте приготовим сегодня торт. Вы поможете мне в этом, да? По приглашению телепередачи «Открытые сердца» сюда приехали всей семьей, и нам такой праздник устроили, тем более, что мы приготовили торт сегодня, как вроде бы торт делается всегда для праздников, да. Спасибо вот такой передаче, но совместное такое вот мероприятие всегда объединяет семью, да. Добрый день, меня зовут Эрика Аргунова, я директор салона флористики Мирабелла. Сегодня мы с вами проведем небольшой мастер-класс по флористике. Наши герои Марк и Спартак, они приехали к нам из Качекадцев и хотят научиться основам флористики, да? Скажи, пожалуйста, Марк, какие цветы ты знаешь? Розы. Ромашки. Спартак? Ранункулус. Замечательно. Это весенний цветок. Ранункулус. Видите? Вот у нас тут розы. Это гербера. Она похожа на ромашку. Красивый, да? Наша задача здесь сделать композицию красивую, круглую. Хорошо, Марк? И мы будем втыкать цветы сюда. Аккуратно будем их ставить, чтобы в конце у нас получилась такая небольшая, но очень красивая композиция. Попробуем? Марк, скажи, пожалуйста, вот там, где ты живешь, там летом, наверное, много, да, цветочков растет? Посадили. А, вы... Посадила. Мама посадила.
учились сегодня делать флористику, наш дизайн «Осенняя композиция». Я не знала, что такое флористика. И вот и сегодня научился у Эрики Аргуновой. Еще увидимся, Марк? Да. Пока родители готовятся устроить сюрприз для своих детей, Спартак и Марк отправляются в развлекательный центр «Планета Kids». Наступает долгожданный момент преображения. При помощи стилистов и художников Петр и Екатерина готовятся удивить своих сыновей. В ближайшее время Марку предстоит отправиться на лечение в Москву. В связи с этим ювелирная фирма KRG в очередной раз устраивает благотворительный вечер, в котором приняли участие артисты эстрады и танцевальные коллективы. Эта идея тем хороша, что они могут, мы вернее привлекаем благотворительной деятельностью и всех горожан, и гостей столицы. Все люди, которые приходят к нам за покупками, они одновременно участвуют в благотворительности. То есть определенный процент того, что они купят, мы отдаем в данном случае Марику Ефимову. Фирма KRG занимается благотворительностью уже 20 лет, и список их добрых дел продолжает увеличиваться. Александр и Галина Павловы являются учредителями фонда «Харысхал», членами попечительского и наблюдательного советов Государственного цирка Якутии. При поддержке KRG ежегодно проводятся 2 спортивных мероприятия республиканского масштаба: соревнования по спортингу «Золотая мишень» и соревнования по борьбе «Хапсагай». За годы благотворительной деятельности многие преданные своему делу люди стали стипендиатами четы Павловых. Таким образом, ювелирная фирма KRG по праву становится номинантом премии «Открытые сердца». Сейчас будут выставлены на аукционе фотографии, которые сделал Марик Ефимов. А фотоаппарат мы ему тогда полупрофессиональный подарили, чтобы он занимался. И вот он сейчас занимается и выставляет уже на аукцион. Видите, это очень полезно. Он уже сам занимается этим делом. Сейчас она уйдет у нас с молотка. Начальная цена 500 рублей. Так что давайте, это сделал своими руками Марик. Вот этот букет сделанный Марком. Вот этому великолепному молодому человеку, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут. Андрей. Для жены взял. Для жены взяли? Ну что ж, давайте поаплодируем. Купил сегодня букет, сделанный замечательным человеком Мариком. Очень приятно сделать подарок жене. И вдвойне приятно, отдать эти деньги на благотворительность в пользу здоровья замечательного человека Марка. Сейчас у нас разыгрывается сладкий лот. Сладкий лот, потому что Марк вчера был не только у флориста, но и был кондитером. Мы купили торт семьи Ефимовых, сделанный Марком собственными руками. И мы от всей души хотим для маленького Марка здоровья, чтобы у ребенка здоровье было и вырос здоровым и хорошим мальчиком. Добрый вечер. Меня зовут Лариса, это моя сестра Нина. Мы вообще первый раз на таком благотворительном вечере в городе Якутске. Мы сами из Нерюнгри.
Вот мы здесь просто работаем по контракту, но вечер очень шикарный. Здоровье ребенку. И мы купили его картины. Ему в том году подарили фотоаппарат на таком же вечере, да? И он теперь делает вот такие картины. Ну и мы приобрели их. Вот это «Дорога домой». Ну и это по желанию счастья, и здоровья и благополучия. Ну, дай Бог ему здоровья, конечно. И особенно тем людям, которые делают добро для таких маленьких ребятишек. И мы хотим подарить нашей семье Павловых наш маленький подарок, который вот, от всей души. Да. И, пожалуйста, любите их. Счастья вам! Я думаю, что это не только нам подарок, а это слова благодарности всем вам, всем присутствующим, потому что вы тоже внесли лепту, чтобы Марик поправился. Спасибо вам большое всем. Эти 2 дня прошли, как говорится, на одном дыхании. Одни позитивные просто эмоции. Первый день вообще был необычный. Разные мероприятия были необычные. Марик вообще очень счастлив. Вот сегодняшний вечер благотворительный, да, это не первый в нашей жизни. Мы за это им очень благодарны. Мы желаем им большого счастья человеческого, чтобы у них все было, чтобы все у них получалось, то, что они задумали, и главное их здоровье, да. Я мечтаю быть врачом или археологом. Самая большая мечта какая у тебя? А самая большая мечта у тебя какая? Научиться ходить. Ну, молодец. А для этого что ты делаешь? Стою на вертикализаторе. Я делаю несколько шагов. Дорогие друзья, в нашей помощи нуждается еще один ребенок. И, может быть, от нас с вами зависит маленькая жизнь. У 3-летней Ксюши Новиковой из Якутска редкая болезнь. Дефицит орнитин-транскарбамайлазы, нарушение цикла мочевины. Это единственный зарегистрированный в России случай. Девочке срочно требуется дорогостоящая операция. Вылечить другим способом ребенка невозможно. Участники передачи становятся номинантами Народной премии «Открытые сердца», вручение которой состоится в октябре 2015 года.